Вступили в силу законодательные изменения по судам с участием присяжных заседателей. Теперь уголовные дела с участием присяжных будут рассматриваться не только в Верховном, краевых, областных судах, но и в районных, городских, федеральных судах общей юрисдикции, в частности, в Якутском городском суде. История российского суда присяжных берет свое начало в 1864 году. Просуществовал тогда суд присяжных в течение 53 лет до 1917 года. В 1917 году какое-либо упоминание о суде присяжных из российского законодательства было исключено. Возрождение этой формы судопроизводства произошло только в 1993 году. И до настоящего времени уголовные дела с участием присяжных заседателей рассматривались верховными судами субъектов. Несмотря на эффективность суда присяжных в Российской империи, в Советском Союзе первым же декретом о суде он был отменен. Однако в советское время существовал очень похожий институт народных заседателей. Каждый гражданин Союза, достигший 25 лет, мог быть избран народным заседателем в рассмотрении гражданских и уголовных дел. Возрождение суда присяжных обсуждалось еще в позднее советское время. Его концепция была официально утверждена в последние месяцы существования Советского Союза. Однако фактически возможность такого рассмотрения дел появилась только в Российской Федерации с принятием Конституции в 1993 году. Тогда суд присяжных начал действовать только в ряде регионов. Повсеместно его стали применять только в 2010 году. Последним регионом, где был внедрен суд присяжных, стала Чеченская Республика. Присяжных также оставалось 12 и от 2 до 4 запасных, но по понятным причинам поменялись критерии отбора. Как полагали инициаторы возвращения суда присяжных, он являлся самой демократичной формой правосудия и имел ряд преимуществ. Более широкую коллегиальность, бесспорную независимость, меньший риск злоупотребления и судебных ошибок и стимуляцию состязательности процесса. Новой вехой в применении суда присяжных стал 2016 год. Тогда были приняты поправки, расширяющие применение суда присяжных в стране. Как показывают последние реформы, государство делает большую ставку на суд присяжных, доверяя гражданам вершить правосудие. Ранее суды присяжных прежде рассматривали в основном особо тяжкие уголовные дела, за которые предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако с 1 июня право на такую форму отправления правосудия возникло у лиц, совершивших убийство без отягчающих обстоятельств, либо причинивших тяжкий вред здоровью по неосторожности, повлекшей смерть потерпевшего. 1 июня 2018 года произошел новый виток в развитии этой формы судопроизводства, и теперь мы говорим о том, что суды с участием присяжных заседателей также будут проводиться в районных городских судах. Изменился и численный состав коллегии присяжных заседателей. То есть если ранее такие уголовные дела рассматривались в составе председательствующего судьи и 12 присяжных заседателей, то теперь присяжных заседателей в районных городских судах представлено 6 присяжными. Какие уголовные дела будут рассматриваться в районных городских судах в этой форме судопроизводства? Это 105 части 1, то есть убийство, 111 части 4, то есть умышленное причинение тяжких телесных повреждений, которые повлекли причинение смерти по неосторожности. Присяжные заседатели – это судьи факта, то есть судьи, которые на основе своего житейского опыта, по фактическим обстоятельствам, которые стали им известны в ходе рассмотрения уголовного дела в судебном заседании, принимают свое решение, руководствуясь своей совестью и своим житейским опытом. Это судьи, которые не имеют какой-либо юридической квалификации, да, законом руководствуется судья председательствующий. Присяжные заседатели отвечают на 3 основных вопроса. Доказано ли, что деяние имело место? Доказано ли, что деяние совершил подсудимый? И виновен ли подсудимый в совершении этого деяния? Если присяжные заседатели придут к выводу, что подсудимый виновен в совершении деяния, то перед ними также ставится вопрос, заслуживает ли он снисхождения. Вот этот последний вопрос утвердительный влияет на размер назначаемого осужденному наказания. Требования к кандидатам в присяжные заседатели установлены 113-м федеральным законом о присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции. Среди них наличие гражданства России, возраст от 25 до 64 лет включительно, наличие полной дееспособности, отсутствие непогашенной или неснятой судимости. Участие в качестве присяжного заседателя – это гражданский долг каждого гражданина Российской Федерации. Списки присяжных заседателей формируются исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления каждые 4 года.
и формируются они на основании списков избирателей. Есть определенные требования, которые предъявляются к присяжным заседателям. В частности, присяжными заседателями не могут быть лица, которые не достигли возраста 25 лет, имеющие непогашенную или не снятую судимость, лица, которые признаны судом недееспособными или ограниченно дееспособными, лица, которые стоят на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере, также не допускаются к участию в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей лица, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступления, не владеют языком, на котором ведется судопроизводство, или имеют какие-то физические или психические недостатки, которые препятствуют участию в отправлении правосудия. Гражданин получил уведомление о том, что он включен в список в качестве кандидата в присяжные заседатели, но у него имеются какие-либо основания для, так скажем, своего самоотвода, то он должен об этом сообщить. Подается письменное заявление о наличии обстоятельств, которые препятствуют участию в отправлении правосудия. Это заявление рассматривается в течение 5 дней. Но, допустим, у гражданина есть какое-то заболевание, которое подтверждено медицинским документом, которое препятствует явке в суд в качестве присяжного заседателя. Гражданину более 65 лет, тоже такие лица освобождаются, они не включаются в список. Возможно, гражданин занимает какую-то выборную государственную должность или выборную должность в органах местного самоуправления. Судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, нотариусы, судебные приставы, частные детективы, они не включаются в список в качестве присяжного заседателя. Священнослужители также могут быть освобождены по заявлению от участия в отправлении правосудия. Граждане привлекаются для участия в суде в качестве присяжного заседателя 1 раз в год на 10 рабочих дней. Но если процесс рассмотрения дела затянулся, то тогда на период рассмотрения этого уголовного дела. Время исполнения присяжным заседателем своих обязанностей учитывается при исчислении всех видов трудового стажа. За время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению правосудия ему выплачивается за счет средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение, которое составляет 1/2 части должностного оклада судьи пропорционально тому количеству дней, в течение которых он был задействован в качестве присяжного заседателя. Но в любом случае эта сумма не будет ниже его среднего заработка по основному месту работы. То есть в заработной плате кандидат в присяжные заседатели не теряет. Вот этот период участия в отправлении правосудия засчитывается в трудовой стаж. Лица, которые препятствуют присяжному заседателю участвовать в отправлении правосудия, несут установленную законом ответственность. В частности, работодатель, который препятствует явке в суд присяжного заседателя, привлекается к административной ответственности. В надзорном органе подчеркнули, что возможность участия граждан в отправлении правосудия направлена на обеспечение демократического порядка формирования судебных органов. Также суд присяжных своего рода общественный контроль за деятельностью судебной власти, способствующий ее открытости и повышению доверия населения к суду. Граждане не должны бояться принимать участие в суде в качестве присяжных заседателей или проявлять некоторую пассивность, поскольку на них распространяются гарантии независимости, неприкосновенности, которые установлены законодательством России в отношении судей. Суд присяжных – это гарантия для подсудимого на справедливый независимый суд со стороны лиц, которые из народа, люди, которые руководствуются только своим житейским опытом и тем, что они видят в судебном заседании. В любом демократическом государстве суд, эта форма судопроизводства функционирует, и Россия не исключение. Поэтому такие дела должны рассматриваться в судах, и это определенные гарантии именно для подсудимых.